Компьютер – это хорошо или плохо? Зачем готовиться к посту и почему нужно прощать грехи ребенка? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». 14 февраля – Всемирный день компьютерщика и программиста. Как это обычно бывает со многими датами в календаре, 14 февраля связан с историческим событием. В этот день 1946 года в Америке широкой публике был показан первый в мире компьютер для выполнения сложнейших расчетов. Этот аппарат так и назывался – электрический цифровой интегратор и калькулятор. Его разработка позволила решить сложную задачу – расчет баллистических таблиц в вооруженных силах. Эта машина стала прямым предком всех современных компьютеров, которые вошли в повседневную жизнь огромного большинства людей на планете. Сегодня сложно себе представить современную жизнь без компьютера. Любой человек на сегодняшний день знаком с этим понятием. Многие профессии даже не появились бы, если бы человек не создал электронно-вычислительную технику. С развитием технологий и в ходе промышленной революции человечество сделало огромный шаг вперед во всех сферах жизни и научных изысканиях. Все это в конечном итоге привело к появлению техники, способной эффективно заменить некоторые возможности человеческого разума. Сегодня мы живем в век цифровых технологий, и наша жизнь так или иначе связана с использованием компьютеров, смартфонов, прочих каких-то электронных приспособлений. И сказать, хорошо это или плохо, наверное, однозначно не получится. В целом ведь история христианства, она линейна, и в целом вся история человечества апокалиптична. У нее есть начало и будет конец. И развитие научно-технического прогресса не остановить никакими средствами. Не всегда, конечно, это несет благо. Часто подобные научные достижения приводят и к совершенно противоестественным, каким-то аморальным достижениям. То, что мы видим, происходит и в биомедицинских технологиях, и вообще во всей сфере цифровых технологий. Компьютер уже из нашей жизни убрать невозможно, но и как прочие какие-то вещи, которыми мы пользуемся в быту и на работе, как могут доставлять благо и облегчать жизнь современного человека, так могут наносить и огромный вред. Таким образом, можно сделать вывод о том, что компьютеры и подобная сложная техника вошли в нашу жизнь настолько глубоко, насколько это возможно. Конечно, наш мир устроен так, что любая профессия, любое дело, конечно, связано с компьютером. Поэтому говорить так, что совсем отодвинуть компьютер на самое последнее место, наверное, сейчас это делать не получится. Так все-таки компьютер – это хорошо или плохо? Очень сложный вопрос, и на него, конечно, не может быть однозначного простого ответа. Во-первых, все новое, все неизвестное всегда человечество пугало, да? Начиная и мобильные телефоны, проводные телефоны, телевидение, кино, электричество, колесо, огонь, палка-копалка, уходя в древность, да? Все новое, что именно несло возможное благо, оно несло и возможный вред, и люди всегда этого нового боялись. И, к сожалению, или к счастью, оно, в общем-то, и касается нововведений, которые мы встречаем в компьютерных технологиях. Компьютеры, цифровые технологии, защита персональных данных, виртуальный мир, все эти слова, все эти понятия, они в нашу жизнь ворвались и очень быстро, и очень резко. И многие, конечно же, переживают по этому поводу, как к этому правильно относиться. Как бы мы того не хотели, но уже нашу сегодняшнюю жизнь без компьютеров представить невозможно. Как и любая полезная вещь, да, как и ножом можно убить, а хирург может ножом сделать операцию и спасти человека, спасти его жизнь, так и компьютеры, и все эти технологии, конечно же, они несут двоякое значение, как пользу, так и отрицательное значение. Тут уже как мы с вами применим. Невозможно однозначно ответить, плохо это наличие компьютеров в нашей жизни или хорошо, но здесь, я думаю, самым понятным будет то, как об этом говорит святой апостол Павел.
Он говорит, что все мне дозволительно, но не все полезно. Все мне дозволительно, но ничто не должно обладать мною. Это относится не только к компьютеру или компьютерным играм, а вообще ко всем увлечениям, ко всем хобби, каким-то занятиям, саморазвитию, самовоспитанию, психологическим тренингам и ко всем прочим сторонам нашей жизни. Современное человечество находится в зависимости от компьютеров, интернета и электронных устройств. Это и не удивительно. За свой комфорт человек платит своей свободой. Уже давно, достаточно 30 лет назад, к примеру, вот вышла фантастическая картина на широкие экраны в 1984 году Джеймса Камерона «Терминатор». Да, и люди испугались, как так, ведь компьютер может уничтожить человека, да, сделать человека своим врагом и его полностью уничтожить. И фантасты, в общем, на эту тему много фантазируют, но, как меня заверяли современные программисты и технологи, причем военные технологи, это невозможно, этого бояться не надо. Без человека ничего этого произойти не может. А другой момент опасения именно виртуального мира, что человек туда может погрязнуть, да, и что мы сегодня наблюдаем среди молодого поколения, что происходит с геймерами, то есть люди полностью в реальности жизнь свою прекращают, да, и часами, сутками, без сна, без еды, и даже есть такие случаи, когда умирают именно перед компьютерами от невысыпания или от голода, да, это тоже, конечно, большой минус. Но во всех этих вещах именно нужно развивать свое правильное отношение, правильное понимание, как правильно надо этим всем пользоваться. Потому что, еще раз говорю, любое изобретение, созданное человеком, конечно же, может нести как пользу, так и вред. Есть такое относительно новое явление, которого не было еще лет 25-30 назад. Беда, которая захлестнула не только нашу страну, но и многие страны во всем мире. Эта новая болезнь поражает молодую часть населения, преимущественно подросткового возраста и молодых взрослых. Хоть это заболевание и не имеет ничего общего с инфекцией, но распространяется по миру со скоростью эпидемии. Речь идет о компьютерной зависимости. Конечно, большой проблемой является то, что дети очень легко идут вот навстречу всем этим новым технологиям, осваивают компьютеры, программы, игры, какие-то приспособления намного быстрее, чем люди уже зрелого возраста. Их это привлекает, потому что программы специально пишутся, чтобы создать комфортную среду для ребенка, для неокрепшей психики. И ребенок находит там то место, где он может быть победителем. Не секрет, что многие компьютерные программы именно на это и рассчитаны, чтобы развить в ребенке чувство потребительства, чувство могущества, состоятельности, то, чего он не находит в обыденной жизни. Термин «компьютерная зависимость» появился в конце 1990-х годов. Он определяет патологическое пристрастие человека к проведению времени за компьютером. Это навязчивое желание включить компьютер и неспособность его выключить. Я играю только когда с друзьями, вот, например, с другом. Только ради этого играю. А так обычно либо в интернете сижу, либо еще. С друзьями общаюсь. Но чаще гуляю. А как ты думаешь о компьютерной зависимости? Это они хотят, быть лучше, чем другие. Просто, знаете, тут же просто не только играешь, получаешь определенный скин. И и вот. Они хотят получить, чтобы быть лучше, чем другие. Из-за этого дольше играют. Информацию можно в компьютере найти. И также с друзьями сейчас встретиться, поиграть. А сколько часов в день ты сидишь за компьютером? Также 3-2 примерно. Родители не ругаются? А я дома не сижу за компьютером, я только здесь. А они знают, что ты здесь сидишь? Да, конечно. Питательная среда для развития компьютерной зависимости у ребенка – это неконтролируемое свободное время, когда у человека появляется свободное время, и он не знает, чем себя занять. И когда родители, несущие перед обществом ответственность за свое чадо, не могут ничего ему предложить. Естественно, когда вокруг всю жизнь человеческую пронизывают компьютерные технологии, то логично при свободном времени к ним обратиться. Принципиальными виновниками каких-то
серьезных зависимостей, которые возникают у ребенка в юном возрасте, являются его родители. Часто можно видеть, как родители сами подсовывают ребенку электронный планшет или смартфон, чтобы тот не капризничал, не отвлекал, да и просто не мешал им жить своей жизнью, выполнять какие-то собственные задачи и заниматься своими делами. Поэтому, прежде всего, если каждый родитель честно признается, он может отметить, что он сам часто бывает источником этой зависимости. Еще одна из частых причин развития зависимости – это то, что человек не признан в семье. И ребенок, не находя ответа и отзыва родительского в своих устремлениях, находит, куда тратить свои душевные силы, которые в нем заложены. Он тратит их на виртуальное общение. Бывает так, что очень много ребенок проводит время за компьютером, будь то учит уроки, готовится к выполнению домашнего задания. Ну, или же общается в социальных сетях со своими сверстниками. Да? Ну, есть такие моменты, конечно, отрицательные, когда ребенок просто проводит время за компьютером, будет играть в игры какие-то, как правило, не совсем положительный характер. Конечно, здесь же плохо, и этим моментом нужно постараться, по крайней мере, ребенку в этом помочь. Поиграть с ним в настольные игры, завлечь с ним, сходить на улицу, почитать книги. То есть как-то постараться его немножечко отодвинуть от компьютера, чтобы увлечь его чем-то, чтобы он же начал заниматься более полезным действием. Чтобы избежать компьютерной зависимости, ребенок должен получать правильное воспитание в целом. Он должен понимать такие вещи, как дисциплина, послушание и родительский авторитет. Нельзя заменять понятие внутренней свободы ребенка на понятие вседозволенности и своеволия. А главное, ребенка необходимо любить. Великий пост – это одно из центральных событий в православной церкви. Цель поста – подготовить тело и дух христианина к покаянию. Великому посту предшествует подготовка. Православные готовятся к Великому посту на протяжении 4 недель или седмиц. В эти дни нужно следовать советам церкви, молиться, духовно готовиться к посту и совершать хорошие поступки. Второй подготовительной неделей Великого Поста церковь именует неделей о блудном сыне, потому что в этот воскресный день во всех храмах нашей Святой Церкви читается отрывок Евангелия от Луки, где Господь наш Иисус Христос рассказывает притчу о блудном сыне. Это действительно очень трогательная притча, очень поучительная. На самом деле эту притчу знает практически каждый. И, кстати говоря, только у апостола Луки мы встречаем эту притчу. Эта притча говорит прежде всего о любви Бога ко всем заблудшим и ко всем отступившим. И мы знаем ее как под названием «О блудном сыне». В принципе, ее можно еще назвать притча о двух сыновьях. О том сыне, который заблудился, и о том сыне, который возревновал отцу, почему он так отнесся к своему сыну, который вернулся. Итак, у одного человека было 2 сына. И вот младший сын потребовал у отца свою часть наследства. Сам факт, что сын попросил наследство, он не являлся чем-то из ряда вон выходящим, но был как неприличным, бессердечным, ибо мы с вами знаем, что, как правило, наследство получали после смерти отца. А здесь отец был жив. И вот сын ушел в страну далече, промотав там все наследство, которое дал ему отец, и дошло до того, что он стал свинопасом. То, что было запрещено Моисеевым законом. И это положение его не спасло. Дело дошло до того, что он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Кстати, а что это за рожки? Не в нашем понимании какая-то вермишель. Так называются плоды рожкового дерева. Семена, извлекаемые из стручков, шли на прокорм скота и свиней.
И вот любопытный факт, что по-гречески «рожок» – кератион. Семя это стало мерой веса драгоценных камней. Отсюда и название этой меры – карат. И тут сын, придя в себя, а это очень важно, эти слова, придя в себя, потому что человек пребывает в себе, может пребывать только в себе, понять себя, только если он пребывает с Богом. И вот сын, придя в себя, вспомнив о том, что у него есть отец, пошел к нему, говоря о том, что, может быть, он примет меня, как ведь и у него работники едят лучше, чем питаю сейчас я. И вот, идя домой, отец увидел его и не просто пошел, а побежал к нему. Вообще, такое поведение отца, оно нестандартно, потому что он ведет себя не как патриархальный отец. Это удивительно, он бежит, задрав одежды, к своему любимому сыну и припадает к нему. Конечно, сын раскаивается. «Согрешил я, отче, на небо пред тобою». И отец принимает его. Он одевает его в новые одежды, в обувь. Кстати говоря, рабы и слуги обувь не носили. Это признак сыновства. Он его принимает как сына, как господина. И более того, он приказывает своим слугам заколоть тельца, дабы устроить праздник, что, собственно говоря, и происходит. И вот второй сын, возвращаясь домой, увидев танцы, праздник, он даже не вошел в дом. И когда отец стал его приглашать, он даже не назвал своего брата братом. «Сын твой вернулся». И, укоряя отца, спросил: «Как же так? Я был с тобой, и ты не дал мне даже козленка заколоть, чтобы повеселиться со своими друзьями, а он ушел, бросил тебя, и ты устраиваешь ему такой праздник». На что отец сказал, что: «Сын мой, ты был со мной, и все твое, все мое, все твое. Но брат твой умер и воскрес». И вот в этом прослеживается явное стремление Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа показать ту любовь, то милосердие, с каким относится Господь к каждому. И прежде всего, конечно, и грешникам, покаявшимся. И поэтому первый сын, конечно, символизирует всех тех, кто так или иначе, ища эту свободу, не находя ее, потому что без Бога нет свободы, понимая это, идет к Богу, и Господь прощает его. А второй сын, конечно, символизирует фарисеев, которые живут по закону, но у которых, к сожалению, не хватает любви и милосердия. И эта притча научает нас, чтобы быть милосердными, чтобы стараться прощать своих обидчиков, своих родных и близких. Ибо сам Господь, что бы мы ни делали, Он нас всегда прощает. Поэтому надо, конечно, уподобляться Его примеру. Любой родитель любит своего ребенка и примет его и простит после всех совершенных им ошибок. Также понимает и прощает христиан Господь Бог. Нужно только прийти к Нему и покаяться. Тогда Бог примет человека с распростертыми объятиями. – 18 февраля Русская Церковь отмечает День иконы Божьей Матери «Взыскание погибших». Испокон веков православные христиане обращаются к Царице Небесной, прося милости, сострадания, помощи и защиты. И икона «Взыскание погибших» не является исключением, о чем говорит и само название образа. Известно несколько историй происхождения этого образа.
Вот, и история говорит нам о том, что образ появился именно в VI веке, но в России этот образ отмечается, празднуется церковь особо именно с XVIII века. Но из истории также нужно сказать, что некий инок Феофилакт молился перед этим образом, был человек грешным, вел не совсем правильный образ жизни, скажем так, но тем не менее обращался к этому образу с той целью, чтобы Пресвятая Богородица как-то его вразумила. Ну и в скором времени он получает ответ на свой вопрос, и он уходит в монастырь, посвящает свою жизнь Богу. Вот, и таким образом человек все-таки исправился, покаялся в своих грехах прежде всего и пошел именно по правильному пути. Еще одно чудо свершилось с иконой взыскания погибших в Псковском монастыре. Согласно преданию, святая блаженная Матрона Московская рассказала своей матери о том, что к ним в храм просится Богородица. Тогда они попросили благословения на сбор денег на написание иконы. Люди давали сколько могли. Когда пришло время писать икону, Матрона нашла иконописца и наказала ему строго поститься, а затем исповедаться и причаститься. И только после этого приступать к работе. С ней Матрона не расставалась до конца жизни. Образ Пресвятой Богородицы взыскания погибших именно именуется и говорится как «взыскать погибших». То есть обращаются к нему все, кто просит помощи в каких-то тяжких наших поступках, неправильных в каком-то поведении, что Пресвятая Богородица именно образом ее образом взыскания погибших, взыскать погибших, то есть тех, кто погибает. Перевести, наверное, на наш современный русский язык. Нет такого человека праведного, да, всех у нас есть какие-то ошибки, неправильные действия житейские наши. Поэтому, прибегая к образу Пресвятой Богородицы, взыскать погибших, особенно есть люди, когда к церкви не прибегают, ведут, может быть, будь то родственники, да, как правило, мы знаем часто, что люди и пьют, и вообще и в храм не ходят. И перед этим образом Пресвятой Богородицы все, кто прибегает к ней, получат, конечно, исцеление прежде всего по молитвам. Велика вера православных в заступничество Пресвятой Девы Марии. Даже на пороге духовной или физической гибели они обращаются к Царице Небесной, молятся перед иконой взыскания погибших за себя и за своих близких. И Богородица никогда не оставляет такую молитву без внимания. Она дарует просящему силы и мужество для борьбы с недугами и искушениями. Перед ликом Царицы Небесной можно молиться обо всем, что тревожит и занимает мысли. Богородица поможет всем, кто обращается к ней с искренней молитвой и чистым сердцем.